Это история. Во-первых, там же участвуют одни исторические личности. Это не легенда, а превращенные в легенду исторические события. Это и история, и язык, прежде всего. Первая пьеса появлена 500 лет тому назад в виде Идыгея. Монолог, комментарий, монолог, диалог, монолог – это и есть пьеса. Эпос Эдигей – это часть нашей истории, часть нашей большой средневековой истории. И, безусловно, эпос Эдигей – это произведение, в котором отражается дух народа, в котором мы видим своего рода отношение народа к своему существованию, к реке Волге, к своим традициям, к своему языку, к своей истории в целом. Поэтому эпос Эдигей, конечно же, безусловно, играет очень большую роль в нашей жизни. Сейчас модно говорить о том, что там татары имеют отношение к степному миру. Как бы там проходят конференции, какие-то обсуждения, круглые столы. Но так бы чисто визуально, наверное, для многих там отношение татар к степи – это максимум конская колбаса на колхозном рынке. И вот когда открываешь ИДИ, ты понимаешь, что вот, это ключ, это как бы дверь в степной мир. Это дверь, где как бы ты увидишь там соколиную охоту, ты увидишь, как там борются батыры, как акыны пересказывают какие-то вещи, как они дают советы, да, как там хан там спорит с беками. Ну, то есть это вот реально самый настоящий как бы путеводитель по степному миру. Каждому, кто включит этот радио Дастан, я желаю новых открытий. Радио Дастан побудит слушателей взять в руку книги и добраться до варианта Совета Эдебиата, который был до войны издан, и почитать исамбетовские комментарии. Научную статью Исамбета об Эдигее я издала вот в этой книжке несколько лет назад. Это издательство «Жиен» на татарском языке. Популяризированный эпос, который самый узнаваемый эпос. И не только татарами, но и многими тюркскими народами. Он показывает богатство нашего языка, нашей культуры. Рассказывается проблематика и отцов и детей, из-за чего главы государств и подчиненные не могут найти общий язык между собой.